Сегодня в Жогорку Кенеше был рассмотрен вопрос ратификации соглашения о делимитации и демаркации границ с Республикой Узбекистан и договор о совместном управлении водными ресурсами Кемпирабадского водохранилища. В обсуждении принял участие президент Кыргызстана Садыр Джапаров, председатель ГКМБ Камчибек Ташиев с подробностями о решении вопроса с узбекской стороной, члены Кабинета министров и депутаты Жогорку Кенеша. Глава государства Садыр Джапаров заявил, что соглашение с Узбекистаном по границе выгодное. Столь важный вопрос подолгу не должен оставаться открытым, поскольку от этого зависит будущее государства и национальной безопасности. Азыр бүгүнкү келишим менен бекитип, чегараларыбызга чекитти коюп алалы. Надо заключить сегодняшнее соглашение и поставить точку в вопросах границы. Решается вопрос границ не только по Узгену, но и по всей стране длиной в 1500 километров. Если не решим сегодня, то, возможно, в будущем прийти к такому выгодному соглашению нам будет трудно. Даже, возможно, мы не сможем прийти к такой победе. У соседей с каждым годом растет население, земли становится меньше. Если оставим вопрос на потом, тогда вероятно, что не за 19 тысяч гектаров прольется кровь, а за 1 сотку земли. Сколько человек уже погибло из-за приграничного вопроса за 30 лет. Мы не отдаем земли, а наоборот, возвращаем отданные участки. Бұл мәселе мамлекеттің түбөлүк бүтүндүгү, коопсуздук үчүн кабыл алынып жаткан мамлекеттик маселе. Глава ГКМБ перед общественностью пояснил, что по результатам двусторонних переговоров в пользу Кыргызстана перешли 19 699 гектаров земли. В частности, Гавасай площадью 12 849 гектаров, Куксерик 105 гектаров, Баястан 212 гектаров, Унгарту 35 гектаров, Карабелес 25 гектаров, Акташ 100 гектаров, часть канала Шарихан-Сай 19,5 гектаров. А землю под Кемпирабадом Кыргызстан получил 4127 гектаров земли компенсации в 1965 году. За счет снижения уровня воды до отметки 900-й горизонтали остаются еще 1246 гектаров, которые также остаются за нами. Узбекистан компенсировал Кыргызстану 477 гектаров земель за затопленную под чашу Ортотокойского водохранилища кыргызские земли. Компенсация узбекской стороной предусматривается только за хранение воды, так как 95% воды в Ортотокойском водохранилище используется жителями Наманганской области Узбекистана. В связи с этим нам будет выплачена компенсация за сохранность водных ресурсов. При этом территория водохранилища, сама вода, земля под ней, а также земля, переданная нам в качестве компенсации, принадлежит Кыргызстану. Согласно договору об управлении водами Кемпирабада, ресурсами две республики будут управлять 50 на 50. За Узбекистаном территория водохранилища суммарно составит 4485 гектаров. Касаясь Кемпирабадского водохранилища, территория в 4485 гектаров остается за Узбекистаном. При этом предусматривается совместное управление водными ресурсами Кемпирабадского водохранилища. Обеспечение узбекской стороной свободного и беспрепятственного доступа граждан Кыргызской республики к воде и ее использованию. А узбекская сторона обязуется не устанавливать инженерно-техническое сооружение. Компенсация катары берилип жаткан жерлерди Кыргыз ССРнын курамына. Если опираться на исторические и архивные документы, узбекская сторона построила плотину в 1965-м. Водохранилище на стыке Ошской и Джалабадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана было построено в 1983 году на территории тогдашней Киргизской республики. Раньше страны, входившие в Советский Союз, жили в мире и согласии. Тема разделения границ не было. Сегодня решаются вопросы границ как между Кыргызстаном и Республикой Таджикистан, так и с Узбекской республикой. Только переговорами можно достигнуть консенсуса, коим сейчас пытается совершить Садыр Джапаров с Шавкатом Мирзиёевым. Если сейчас не поставить точку в вопросе, то, не дай бог, в будущем может пролиться много крови. Поэтому президент Садыр Джапаров принимает верное решение. Общественность о теме Кемпирабада выражает такое мнение. Раньше при Союзе такого не было же, правильно же?
Сейчас вот что-то я думаю, народ все поймут, все выдержат, каждый за себя отвечает, говорит там. Нам мир нужен, тишина нужен, чтобы дети, чтобы наши росли, внуки, чтобы они не видели вот это все. 30 жылдан бері шешілбеген бұл шекара мәселесін шеше тұрған мезгіл келіптір. Енді біз қошынауысыменен бір туғандай болып жасаш керек. Екі мемлекеттің жетекшілері шындай бір амалаға келіп, şu мәселені шешіп, шуға бір чекит қойылды деп атқанда, біз аны қолдаушымыз керек. Шынымен мен тура эле көрөм, мен мына Жогорку кеңеште каралат деп атат. Эми мен ойлойм, биринчи ушул маселени карап атканда дагы сөзсүз түрдө Кемпироваттын ошол жердеги 4100 гектар жер, ал жердеги ашыгыраак ошол жерде тегерегинде жашап аткан элдердин да ошондой эле биздин мамлекеттин кызыкчылыгы сөзсүз түрдө каралганга деп мен ишенип кетемин. Мына өзүңүздөр билесиздер, Тажик Республикасы менен болгон чегаранын такталбасы кандай кесепеттерге алып келип атат. По итогам заседания Жогорку кеңеша законопроект о ратификации договора между Кыргызстаном и Узбекистаном об отдельных участках кыргызско-узбекской госграницы за проголосовали 64 депутата, а 19 депутатов против. А законопроект о совместном управлении Кемпирабадского водохранилища с Узбекистаном 65 депутатов проголосовали за, а 18 народных избранников проголосовали против документа. Салема Дюшимбекова, Чингис Садыков, СТВ.